Кто-то из ребят повторяет изученный ранее материал, кто-то наоборот надеется на удачу, но всех их объединяет одно общее желание – сдать экзамены на высокие баллы. Проверяют свои знания по обществознанию сегодня по всей республике 999 выпускников, в числе которых Далия Албагачиева. В течение года я хорошо подготавливалась, учителя нас готовили, также я дополнительно занималась, поэтому я уверена, что сдам. Экзамен по обществознанию – это не самый сложный экзамен, и его может сдать каждый, поэтому не стоит переживать по этому поводу. 29 заданий с краткими и развернутыми ответами. Количество для всех одинаково. Разнится лишь время, которое дается на выполнение. Вместо привычных 235 минут для детей с ОВЗ еще добавляется 1,5 часа. Система проведения единого госэкзамена совершенствуется с каждым годом. Замечания, конечно, были. Всегда у нас проблемы с блокпостом. То он слабо настроен, то он сильно настроен. Пытаемся как-то с этим бороться, ловить нарушителей, конечно. Но в целом делаем, что можем. А так, помимо блокпоста, никаких других примечаний нету. Запечатанные диски с экзаменационными заданиями открываются в каждой аудитории на месте. Узнать заранее, какие именно варианты подготовлены, невозможно. А это лучше всего, считает Фариза Арчакова. Девочка хочет покорить профессию строителя. Всегда, когда я иду на экзамен, у меня не было такого волнения, стресса какого-то. Я всегда иду с настроем и всегда улыбаюсь. На экзамене ребята демонстрируют личную подготовку по 5 направлениям – человек и общество, социальные отношения, экономика, политика и право. Экзамен делают упор на логику, умение мыслить и правильно излагать свои мысли. Чтобы преодолеть порог, выпускникам предстоит набрать 42 балла. За 15 минут до начала экзамена проводят инструктаж. Вместе с тем напоминаем, что в целях предупреждения нарушений порядка проведения ЕГЭ в аудиториях ППЭ ведется видеонаблюдение. Во время проведения экзамена вы должны соблюдать порядок. В день проведения экзамена в ППЭ запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио и видеоаппаратуру. На этом участке выпускники Назрановских и Магасовских школ. На доске лишь бланки регистрации. За ходом самого экзамена следят общественные наблюдатели и эксперты из федеральных центров. Все проверки, они делаются для того, чтобы все было справедливо, чтобы все всегда оставались на равных, да, потому что у всех равные права. Самое главное, помните, что какие бы результаты вы ни получили на экзамене, на ЕГЭ, ваша жизнь не заканчивается, вы живете дальше. Волнуются сейчас не только выпускники, но и родители. Многие из них тоже пришли, чтобы поддержать своих детей, ждут на улице. Очень переживаю, хотя дети были подготовлены. У меня сегодня сдает и сын, и дочь, они ученики 9 школы. В общем-то, учителя их готовили, и они уверены, но я очень волнуюсь. Почему такие переживания? Не знаю, я же мама. Это, наверное, этим объясняется. Кстати, уже сейчас можно узнать результаты первых экзаменов, а сегодняшние будут известны через 2 недели. Хава Гагиева, Рамзан Зурабов, Новости 24.